والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Это Ияд ибн Химар, радиаллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха ауха илейя ан тавадау, хатта ла ябгия ахадун аля ахад, ва ла яфхара ахадун аля ахад». Поистине Аллах открыл мне в откровении, что вы должны быть скромными, чтобы один из вас не посягал против другого, и чтобы один из вас не гордился перед другим. Хадис, который привел имам Муслим. Что такое аль-вахи? Сказано, Аллах открыл мне в откровении. Аль-вахи вообще в арабском языке это уведомление. Быстрое уведомление и скрытое уведомление. Это аль-вахи. Что имеется в виду здесь под откровением, под вахи? Имеется в виду сообщение Аллахом Субхану ва Та'аля своего откровения, передача им его откровения одному из его пророков или одному из его посланников. Хорошо? Есть иногда слово вахи понимают под ним то, что называется ильхам, то есть внушение просто сердцу. Как Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Вауха раббука иля нахль». И Аллах внушил пчеле. Вахи дал пчеле. Это не значит то откровение пророческое. Нет, речь идет просто о внушении ей так поступать. Хорошо. Или сказано «Ваухейна иля умми Муса». Дали вахи матери Мусы. Это не значит, мать Мусы была пророком. Хорошо. Что ей давалось откровение как пророкам, то есть внушение ей шариатских установлений. А вот Аллах Субхану ва Та'аля. Открытие, да, передача откровения. То есть внушение. Здесь речь идет о том, что внушил Аллах ее сердцу так поступить. То есть это не тот вахи, не то откровение, о котором идет в хадисе. Так Аллах дал мне в откровении, что вы должны проявлять скромность. Смотрите, это приказ от Аллаха Субхану ва Та'аля для нас, что мы должны быть скромными. Это качество скромность и смирение. Есть ли указание на это в Коране? Конечно. «Валя тусаир хаддака линнас». Не криви свою щеку перед людьми. То есть не отворачивайся высокомерно, а не будь высокомерным. Проявляй скромность. Скромность из качеств пророка, из качеств верующих. Скромность и смирение. Далее открыто мне, что один из вас не должен посягать на другого. Это запрет на такую вещь, как аль-баги. Аль-баги. Если этот запрет в Коране, да, конечно, Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Иннама ас-сабилу аля аллазина язлимуна ан-нас ва ябгуна фил арди бигайри аль-хакк». Поистине путь против тех, которые притесняют людей и посягают на земле без права. Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Валь багья бигайри аль-хакк». Да, в другом аяте запретил Аллах посягание без права. Итак, Аллах открыл в откровении пророка алейхиссалату вассалям, что нельзя посягать на кого-то без права, то есть приступать против него. И сказано, и чтобы не гордился один из вас перед другим. Посмотрите, здесь два вида покушения на твоего брата. Преступление, приступание границ в отношении твоего брата мусульманина. Первое это в виде действия, второе в виде слов. В виде действия как? Аль-бахи, то есть посягаешь на него, на его права, в виде действия. Второе в виде слов это как гордиться перед твоим братом, проявлять перед ним высокомерие, говорить: я лучше, чем ты, я более знающий, чем ты. Хорошо. Или я из такого-то племени, а ты из такого. Или я из такого-то там села, а ты из такого. Или еще что-то. Хорошо. Это запрещено. Какие выводы из этого хадиса? Хадис побуждает нас к таваду. Таваду, то есть скромность. Это на самом деле из великих, благих нравственных качеств. Из нравственных качеств пророка, алейхиссалату вассалям, пусть Аллах наделит всех нас этим качеством. Хадис запрещает нам гордость, гордиться и хвастаться перед другими. Запрещает нам посягать на кого-то своими действиями или своим словом. Хадис этот, конечно, подтверждает откровение, то, что пророкам передавалось откровение. И хадис указывает нам на что? На то, какое важное вот это вот качество скромность, посмотрите, как важно не гордиться перед людьми, как важно не посягать против них. То есть важность этих вещей. Почему мы говорим, что это очень важно? Откуда мы сделали такой вывод из этого хадиса, как вы думаете? Почему мы взяли такой вывод, что это очень важно, что шариат проявляет большую заботу о соблюдении вот этих вот предписаний? Да. Да, потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит: Аллах открыл мне в откровении. Для чего он это говорит? Для чего? Чтобы указать на важность этого.
Хорошо? То есть такие вещи Пророк может сказать только для чего? Чтобы показать, насколько это важно. Аллах открыл мне в откровении, проявляйте скромность. Если человек, он боится, что он будет проявлять скромность и станет униженным среди людей, что мы скажем ему? Мы скажем, это шейтан внушает тебе подобные мысли. Наоборот, если ты будешь скромный с людьми, с своими верующими братьями, это только придаст тебе величие. Так оно. Это только возвысит тебя. Хорошо, а если так пришлось тебе вести дискуссию не просто с еретиком, не просто с последователем бидатов, а с таким последователем бидатом, который является идеологом, который знает истину, но упорно отвергает ее и сеет порчу на земле. И ведет с тобой спор, чтобы показать, чтобы унизить тебя и показать свою победу в споре. Здесь как? Уместно ли здесь проявление скромности в данном случае? Или в данном случае уместнее дать почувствовать этому человеку, что ты выше него? Не потому, что ты гордишься внутри, нет. А почему? Потому, чтобы показать, что убеждения, к которым ты стремишься, они выше, чем то, что он говорит. Как здесь правильно? Здесь правильно то, что мы сказали, назвали вторым. То есть показать ему, что ты выше. Почему? Потому что если ты здесь начнешь проявлять, показывать свое смирение, скромность перед ним, перед таким человеком, то тогда ты дашь ему почувствовать, что он сильнее тебя. И его задача это что? Это сокрушить тебя и показать твою несостоятельность здесь и в глазах людей показать правильность его отвратительных убеждений. Поэтому, как говорится, в каждом случае свое слово. Что мудрый человек, тот, который знает, как себя вести в разных ситуациях. Кому говорить какое слово и как говорить. Это что касается данного хадиса.